Президент России Владимир Путин в ближайшие часы прибудет в столицу Кыргызстана Бишкек, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Накануне своего визита российский лидер дал интервью телерадиокомпании «Мир», в котором сделал ряд важных внешнеполитических заявлений. В частности, глава государства заявил, что отношения России и США становятся все хуже и хуже, тогда как с Китаем они продолжают укрепляться. При этом большинство из них... У нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова. Мы сотрудничаем в экономике, в гуманитарной сфере, на региональном уровне. Взаимодействуют наши МИДы и Министерство обороны. Мы вносим существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. И не только в регионе, где находится наше государство, а в мире в целом, как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы координируем свою деятельность. К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами. Они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями. Напротив, с Китаем у нас растет товарооборот, он достиг 108 миллиардов долларов. Мы в прошлом году ставили перед собой задачу достичь планки 100 миллиардов, он достиг уже 108. У нас очень хорошие дружеские отношения с лидером Китая, с председателем КНР. И это тоже вносит свой существенный вклад, поскольку создает обстановку доверия. И, конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров. Это само собой разумеется. Также Владимир Путин выразил надежду, что отношения России и Украины восстановятся, несмотря на отношения российской стороны с предыдущими политическими элитами соседнего государства. Молдова – это не уникальная ситуация. Что касается нашего взаимодействия с Украиной, если говорить об этом, я уже много раз говорил об этом и могу еще раз повторить. Считаю, что это неизбежно все-таки. Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или по-другому между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили, во всяком случае, прежде всего, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, охраняющихся где-то за рубежом. От этого и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничительных, таких ограничений. И чувствуя себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем. Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере.